Обойти защиту нет, не дает, не пускает Вальтер Замора. Да, вытаскивай голову, говорят сейчас о Заморе. Ну, еще надо это попробовать сделать. Достаточно плотно прихватывает сейчас Муин Гафуров. Не достаточно плотно для того, чтобы задушить, но чтобы удерживать, сил хватает. Застопорилось немножко дело. Ну, дышать есть чем, зазор имеется, но... Да, доставай голову, опять же говорят Заморе его секунданты, пока что не получается. Вроде бы и ничего страшного, и в то же время изменить ничего нельзя. Пока, во всяком случае. Но если все так будет продолжаться, конечно же, рефери вмешается и переведет обратно в стойку. Но пока никаких активных действий мы не видим ни с одной, ни с другой стороны. Да, достал все-таки голову, о чем мы просили секунданты, и говорят, доставай голову и тут же переходи к атакующим действиям. Попал в пах, нет, все в порядке с Вальтером Заморо, он может продолжать. И опять. Еще один тейкдаун оформляет Муин Гафуров. Ну а вот теперь уже Заморо начинает пытается душить, кстати. Растянуть, пробует одновременно. Ну, Муин Гафуров опытный боец, он часто бывал в самых сложных ситуациях. Я думаю, ничего серьезного сейчас для него не случится. Да, при всем при этом, опять же, смотрел различные обучающие видео по выполнению гильотины, в частности, уроки Дауда Адаева, и он как раз говорил о том, что вот так растягиваться сильно не нужно. Идет скручивающее движение как раз. Это основное. А тут Заморо пытался растянуть, и поэтому, в общем-то, Гафуров спокойно освободился. Отключайте телефон. По стойке колено в корпус бросает Муин Гафуров. И все, расцепились. Дистанция вновь дальняя. Да, бьет боковой и тут же прямым ударом с передней руки встречает Вальтер Замора. А Замора-то очень непрост оказался. Казалось бы, да? Да, Замора непрост, совсем непрост, как в одной песне пелось. Да, побоксируй чуть-чуть. Говорят, Заморе. Правый сбоку блок в исполнении Гафурова. Пытается давить и набрасывать удары. Замора по мере сил. С разворотом, да, вскользь немножко. Поднаелись парни, устали, но надо работать еще 40 секунд. Опасное колено было в исполнении Заморы. Попытка пройти. Вальтер все четко контролирует. И, по-моему, у Замора-то больше сил осталось даже, чем у Гафурова. Бэкфист мимо цели в исполнении Муина Гафурова. И попробовал поймать на удар снизу. Муин Гафуров. Не получилось. Тут и у Муина силы тоже не безграничны. Нужна как воздух, судя по всему, это передышка. Но вот сейчас побросал Муин несколько ударов. Часть из них пришлась в цель. Но, тем не менее, устойчив Замора. Последние секунды. И все переходит в третий раунд. Пока все. И очень тяжелый третий раунд ожидает обоих. И мы видим, как тяжело возвращается медленно Муин Гафуров в свой угол. И сейчас нужно максимально грамотно и четко использовать вот эту минуту, которая отведена на отдых.
Итак, друзья, все готово к возобновлению поединка. Раунд под номером 3. Муин Гафуров против Вальтера Заморы. Почему-то поединок не возобновляется. Какие-то проблемы там рефери устраняет, всяческие неполадки и удаляет посторонние предметы из сетки. Все, поехали. Третий раунд. Ой-ой-ой, как здорово начинает сейчас Муин Гафуров. Да, удалось чуть-чуть перезарядиться в перерыве. Хороший лоу. Бросает спортсмен из Таджикистана. Ну и встречает передней рукой Вальтер Замора. Попытка пробить коленом и тут же продолжает свою атаку ударами с рук. Хорошо, Неплохо, сдваивает. да. И по корпусу тут же в голову с передней руки. Снизу Попал. ловит Муин Гафуров. Отличное попадание в исполнении Муина Гафурова. Еще раз попытался насадить соперника на удар снизу. Сейчас... Как рыбу на крюк, да? Да. Ну и вот Замора понимает прекрасно, что несколько эпизодов он явно отдал, и нужно забирать. Колено в корпус бросает Замора. Очень много работает передней рукой. Гафуров явно пристрелялся, а вот Замора, похоже, не до конца восстановился. Удар коленом в прыжке с разножки в исполнении Муина и попытка бороться. Да, вот не совсем понимаю, зачем Муин решил бороться, когда у него в стойке все прекрасно получалось. А борьба это очень... Разбит нос у Вальтера Заморы. Обильное кровотечение пошло. Так и есть. Что, конечно же, будет чинить ему дополнительные препятствия в дыхании. И еще один перевод в партер оформлен. Есть тейкдаун. Так, Муин подожди. Холкнет Рассечение, жирный по-моему, и нос, и Замбруя сечка. булов Но Замор очень Ганда прилично Филип пропускал Малаток за эти чуп первые мекнал, минуты ан третьего папална раунда. галдисетлис. И тут Да. что-то не мудрено было и посечь, Почему вот поэтому я не завтра понимаю, сам зачем Муин пошел конфуз? бороться. Он соперника начал просто разбивать в стойке, и я думаю, что еще там несколько таких ударов, и, возможно, что-то бы и случилось. Ну, возможно, где-то тоже подсели резервы и решил вот таким образом сменить немного направление и поработать по-другому. Тем более, вроде бы все как бы получается. Пусть не удается, да, сокрушить, смять, там, снести, но, тем не менее, контроль сейчас за Муином Гафуровым. И пока что нет поводов для серьезного беспокойства, если говорить о действиях представителя Таджикистана. Еще один тейкдаун. Да, хорошо. Вот здесь надо еще немножко законтролировать. Да, и тут же несколько ударов выпускает Замора. О, прошу прощения, Гафуров, конечно же. А вот и Замора сейчас выпустит те самые несколько ударов, которые я предсказал. Другой вопрос в точности. Тянет соперника Ой, здорово. вот сейчас хорошо с разворота в корпус четко попадает. Но недостаточно плотно, но недостаточно жестко, как мне показалось, не вложился в этот удар в полной мере. В клич попробовал затащить Замора, Муин но и барои пропустил. хамедана В этом же самом часпати клинче, куда бехарами шафани затащил ди. Муина Гафурова. Агам хели над О, часпаш попал незана опять снизу, шодим. жестко зацепил Муин Гафуров. Муина Пытался биханкаш ответить, отплатить махтани. той же монетой. Это Замора. Ну и стал сейчас больше на тактику, на стратегию работать Муин Гафуров с минимальными рисками и вот с максимально высоким коэффициентом полезного действия. То есть ждет заверного, чувствует нужный момент и наносит удар. То есть не лезет в рубку, которая, может быть, стала бы каким-то, наверное, спасением для Вальтера Заморы на шальное попадание. Надежда ему бы подарила, но нет. И вот здесь пытается использовать один из последних шансов. Замора не получилось. Легко освободил шею Муин Гафуров. И вот теперь уже Заморе нужно вставать или что-то делать здесь. Да, по-прежнему контроль за Муином Гафуровым. Обойти защиту пока что. Ян все раунда кому? Все-таки высвободил Халгард. Вот бы и вторую тоже вытащить. Последняя минута.
Биза да что я тахан хотел бы шида. сказать. Подводя такие предварительные итоги в этом поединке, не подарок, сеньор Замора. Это согласен с точно. вами. Абсолютно точно. Вот опять же, вот Какой бы ни была экзотическая Коста-Рика в плане Пешара işte. Намо. Замора оказался очень крепок. Kalkın çok. Nare. Здорово нагибом запустил. Ölmeyin. Yat haydi gel. Хорошо. Yat haydi gel. Yat haydi gel. Так, ведут по времени Вальтера Замору, говорят ему, сколько секунд осталось Потерпеть. Да, ну чтобы все-таки Быза. Быза Bıza тоже bıza. будет достойно. Да, очень. Ye nare. Потому что Муин Гафуров все-таки очевидный фаворит был этого противостояния. Ha? Да, благодарят друг друга А. соперники, ну уже в прошлом соперники, Паса. можно это констатировать, за сложное, сильное противостояние. Ждем официальный вердикт. Şansım doğru. Bugüreşe. Да, ну вот теперь уже можно спокойно поговорить, мило пообщаться, поблагодарить друг друга за Bayrak проведенный kosmadı. бой. Karı bir Это был adamdı. реально конкурентный поединок. And ladies and gentlemen, after 3 hard-fought rounds, we go to the judges' scorecard for their decision. All 3 judges scored the same, 30-27, for your winner by unanimous decision. 30-27, единогласное решение судей. Queen Tajik Gafura. Ну, абсолютно ожидаемое решение. Поздравляем Муина Гафурова с победой. Ну и ждем его снова в клетке.